крымской столице не хотят называть аэропорт в честь легендарного летчика Амедхана Султана. В начале октября был представлен проект «Великие имена России». 45 аэропортам страны планируют дать имена известных личностей. Среди них и аэропорт Симферополь. Списки имен претендентов на название должны были составить общественные палаты каждого региона. Как только эта новость появилась, некоторые крупные крымские порталы провели опросы среди своих пользователей. В предложенных вариантах часто звучало имя Амедхана Султана. Но в список сформированной общественной палатой Крыма оно не вошло. В нем есть только одно крымско-татарское имя – Исмаил Гаспринский. В ответ на возмущение крымских татар организаторы конкурса заявили, имя, которое уже присвоено какому-нибудь аэропорту страны, не может быть снова представлено голосованию. А именем Амедхана Султана уже назван аэропорт в Махачкале. Но что интересно, в положении конкурсу этого условия сначала не было. Его внесли позже, сразу после протестов крымско-татарской общественности. Но и после этого в позиции Общественной палаты Крыма нет логики. Ведь, к примеру, именем Юрия Гагарина уже названы два аэропорта страны – в Саратове и Оренбурге. Позиция Общественной палаты еще более непонятна, так как новые названия станут дополнительными и не заменят уже существующие. История повторяется. Напомним, что в украинский период инициативная группа «Ватан Канатлары» более 15 лет добивалась переименования Симферопольского аэропорта в честь Амедхана Султана. Власти постоянно отвечали отказом, прикрываясь все тем же аэропортом в Махачкале. Только когда решения Верховной Рады Украины уже не учитывались в Крыму, она назвала Симферопольскую воздушную гавань именем крымско-татарского героя-летчика. И тем не менее, крымско-татарские активисты предлагают добиться внесения имени Амедхана Султана в число претендентов. Это нужно успеть сделать до 28 октября на сайте великиеимена.рф. Здесь можно предложить свой вариант, авторизовавшись через социальные сети. Если имя Амедхана Султана предложат больше 500 раз, его внесут в список для дальнейшего голосования. Победителя конкурса объявят 5 декабря.